Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии я, Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Гостеприимный Грозный. Приезжайте, дружите. На базе ГГНТУ стартовал межрегиональный студенческий лагерь «Молодежная смена». Что ожидает молодых людей из новых регионов? Смотрите в нашем выпуске. Кем быть? Подать документы можно по всем направлениям, всего здесь 12 факультетов. В Чеченской Республике идет прием документов для поступления в вузы. Как зачисляются абитуриенты, расскажет моя коллега. Качественные дороги. А поскольку здесь ездят много грузовиков, такое покрытие прослужит достаточно долго. Федеральная трасса Р-217 «Кавказ» претерпевает кардинальные изменения. Расскажем о ремонтных работах на данном участке. Студенты вузов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прибыли в Государственный нефтяной технический университет региона, чтобы провести время в лагере «Молодежная смена», где они смогут познакомиться с культурой и традициями чеченского народа и субъектом. Какую программу приготовили гостям в материале Рамзана Абуева? С исполнения гимна страны и республики стартовала церемония открытия межрегионального студенческого лагеря «Молодежная смена». Участникам продемонстрировали видеоролик о жизни студентов Грозненского нефтяного технического университета и их достижениях. Самое молодое подразделение вуза уже сегодня готовит специалистов для энергосистем Юга России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Слова поддержки и наилучшие пожелания гостям выразил ректор университета Магомед Минцаев в своем приветственном выступлении. Мы, конечно, очень хотим, чтобы вы получили максимально положительные эмоции, расслабились, отдохнули, получили где-то новые знания. Самое главное, получили балансированный отдых в части воспитания, культуры, спорта и так далее. Наши двери открыты. Надеюсь, вы получите массу впечатлений. Буду надеяться, что будут какие-то там дальнейшие активности по обмену опытом, не знаю, там дружба, коммуникация. Находите себе друзей, коммуницируйте, приезжайте, дружите. И это тоже, наверное, в этой истории тоже очень важная составляющая. Проект реализуется ГГНТУ при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи. В смене участвует 100 студентов вузов Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Они у нас будут 11 дней жить, учиться, заниматься спортом, будут экскурсии организованы, познакомиться с достопримечательностями Чеченской Республики. Для них будут организованы просветительские лекции обществом знания, будет организована проектная деятельность совместно с Федеральным агентством по делам молодежи, будут организованы очень полезные активности с региональным отделением движения первых. Солисты Департамента культуры мэрии Грозного погрузили гостей в ритмы Кавказских гор. Их песни, пронизанные эмоциональностью и экспрессивностью, захватили аудиторию с первых аккордов. Сами участники делятся своим энтузиазмом и ожиданиями от смены. Для многих это первый опыт летнего лагеря и первое посещение нашей республики. От этого двойные чувства. На самом деле, до этого я уже была на университетских сменах, но я была как школьница. Сейчас же я студентка, и это совсем по-другому. Очень приятно, что институт нас так радушно принял, отнесся с огромным теплом и с уважением. И на самом деле, несмотря на то, что я уже была на университетских сменах, эта смена, наверное, будет самой запоминающейся. У меня очень мечта побывать в Грозном. Я хотел сам поехать, если честно. И тут куратор скидывает беседу, что есть поездки в Грозный. Кто хочет, ребята, пишите, заполняйте анкеты, а там уже будут обрабатывать данные и кого послать.
Я просто заполнил ее, отправил, и вот так получилось, что я с группой поехал один. Я в таких сменах обычно не бывал, поэтому для меня это вообще впервые. И я думаю, что будет что-то интересное, потому что организация на высшем уровне, начиная с организации создания телеграм-каналов, там подобное, и заканчивая встречей автобусами. То есть все так серьезно сделано. Подобные проекты полезны для укрепления дружбы между народами многонациональной России, отметила заместитель министра науки и высшего образования страны Ольга Петрова. С приветственным словом к участникам она обратилась по видеоконференц-связи. Я уверена, что вот этот наш старт такой новой инициативы послужит на самом деле большим важным совместным проектом, который объединит всю нашу страну. И Грозненский нефтяной университет стал первой площадкой, принимающей студентов из вузов новых территорий. ГГНТУ ежегодно организовывает летние смены. Ранее они проходили для старшеклассников образовательных учреждений. В этом году вуз решил расширить свою программу. Участники проекта углубят свои знания о духовно-нравственных ценностях, изучат историю народов России, разовьют чувство гордости за общее наследие и смогут осознать свою ответственность за благополучие Родины и всего мира. Рамзан Абуев, Шамсудин Джабраилов, Вести, Чеченская Республика. Выпускники попрощались со школой и активно выбирают свою дальнейшую профессию в местных вузах. В Чеченском государственном университете со стартом приемной кампании обратилось более 3000 абитуриентов. Как и какие документы нужно подавать в институт и что ожидать от приемной комиссии 2024 года, узнаем в сюжете Медины Мударовой. Работа приемной комиссии стартовала еще 20 июня. Подать документы можно по всем направлениям, всего здесь 12 факультетов. На сегодняшний день в Чеченский государственный университет обратилось более 3000 абитуриентов. Бакалавриат, магистратура, ординатура, аспирантура и среднее профессиональное образование. Здесь можно пройти все уровни обучения. Перед поступлением будущего студента консультируют опытные специалисты. Их задача – помочь абитуриенту и дать информацию о каждой специальности и необходимых требованиях. Есть и направления наиболее востребованные среди студентов. Медицина, да, на первом месте. Также у нас сейчас акцент, вот как я заметила, не могу за всех, психолого-педагогическое образование. Это меня очень радует, потому что если раньше психология у нас как-то она не развивалась, то сейчас в основном девушки идут на психолога педагогического развития. Также интересуются лингвистикой, разными языками. После выбора профессии с перечнем документов абитуриент идет к техническим секретарям, которые заносят его данные в базу. С 9 утра в приемной комиссии огромная очередь из желающих получить высшее образование. Идрис Арсанукаев окончил бакалавриат, факультет географии и геоэкологии Чеченского государственного университета. Сейчас решил подать документы на магистратуру, только учиться он будет уже на факультете филологии. С школьной скамьи я интересуюсь изучением иностранных языков. И можно сказать, что изучение иностранных языков – это для меня как хобби. Поэтому у меня возник интерес. Меня здорово проконсультировали, за что я благодарен. И думаю, в скорейшем будущем я сделаю свой выбор. Подать документы можно как очно, так и через интернет-сервис «Поступай онлайн». На сайте университета размещена вся необходимая информация о приемной кампании, списках специальностей, требованиям к поступающим и сроках подачи документов. В наших правилах приема прописаны действующие льготы. Это инвалиды первой, второй, третьей группы. Инвалиды первой и второй группы могут сдать у нас внутренние вступительные испытания, как и инвалиды третьей группы. Но инвалиды третьей группы не участвуют в конкурсе инвалидов. Также у нас ведется работа по содействию поступлению детям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, а также участников СВО и членов их семей. В соответствии с указом президента, пункт Б – это умершие и тяжело раненые, их члены семьи поступают без вступительных испытаний, по пункту А поступают, сдавая вступительные испытания, получая минимальные баллы. Прием осуществляется с 9 до 6 часов вечера. Впереди у абитуриентов томительный период ожидания. А успешно прошедшие конкурс будут обучаться в одном из лучших вузов региона. Медина Мударова, Магомед Ахматов, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика.
Идеальные дороги региона уже стали визитной карточкой Чеченской Республики. Но работа по усовершенствованию инфраструктуры продолжается. В рамках региональной программы реконструируется участок, проходящий от федеральной трассы Р-217 «Кавказ» в сторону Ачхой-Мартанского района. Как протекает рабочий процесс и на каком этапе, расскажет Турпул Алитайсумов. Рабочие трудятся, не покладая рук. Реконструкция участка длиной около 3 километров проходит от федеральной трассы Р-217 «Кавказ» в сторону Ачхой-Мартановского района. Расширение трассы до 4 полос ведется в рамках программы развития дорожной отрасли Чеченской Республики. В настоящее время ведутся, как мы видим, работы по укладке асфальтобетонной смеси. Проектом предусмотрены работы по разделению встречного потока транспорта с устройством криволинейного бруса для обеспечения безопасности движения. Укладчики надежно вдавливают покрытие. Проезжающие мимо машины вскоре почувствуют полную свободу движения. Работа ведется с утра и до поздней ночи. По словам дорожников, никакого дефицита техники или материала нет. Работа отточена до мелочей, а результаты превосходят все ожидания. Последний слой асфальта и третий слой. 3 слоя асфальта. На завершение на опережение 2 часов. Трассы субъекта одни из лучших в стране, в том числе благодаря добросовестному отношению людей к своим обязанностям на каждом этапе строительства, вне зависимости от сложности и местоположения участка. Укладка осуществляется в несколько слоев. Как пояснили рабочие, это нужно для улучшения качества полотна. А поскольку здесь ездят много грузовиков, такое покрытие прослужит достаточно долго. Турпул Алитайсумов и Ислам Нацуров. Вести. Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.